Привет, друзья, с вами Одинокий Джейсон. Перед вами Хадишат Ахциева, легенда ингушской эстрады. Быть наш Чечен Ингушет, я никогда не слышал это имя. И только мне познакомился с этой женщиной, можно сказать, несколько месяцев тому назад, когда мне попалась вот эта ее песня Кайдари Коч, и в исполнении там, как оперная певица, она как оригинально эту песню поет. И я знал, что есть какие-то претензии ингушей, но это же глупо. Если какая-то ингушская певица спела, не значит, это ингушская песня. И вот я-то осуждаю как порядочный человек, как по логике. А у них этой логики нет, у них очень просто все обнаглели под конец, оборзели, я не знаю. Сейчас не хочется перед вами эта женщина, не хочется вот так начинать, а некрасивым тоном. Но вот у меня не хватает злости на этих ингушей, эпитеты не хватает, чтобы их показать, чтобы про них все это рассказывать. Сейчас мы сперва послушаем песню, а потом пойдем дальше. Я просто вам, вот, конечно, кажется, повторяюсь, не просто, чтобы сегодня вы поймете, как это, у них эта схема работает, как они воровали наше чеченское произведение. И сама, вот вы просто, нам эта женщина никому неизвестна, но она сейчас народная артистка Ингушетии до 2007 года. Сейчас вы все я прочту, чтобы легче мне прочесть, потом прокомментировать. Хадишат Джабриевна Ахциева родилась 28 января 1959 года в городе Алматы, Казахская ССР, в семье фронтовиков. Первые концерты будущее открылись, начались школьные годы под руководством музыканта Мадинат Магометовны Яндиева, впоследствии ставшей известным дирижером международного класса. С 8 лет и до окончания школы она активно участвовала в художественной самодеятельности, занимая первые места на районных республиканских смотрах. В период 1974 по 1976 года Хадишат Ахциева выступала в качестве солистки Малгобекского дома пионеров на различных концертах и мероприятиях. Вы зафиксировали? Года, смотрите, года. В 1982 году она окончила вокальное отделение Чечено-Ингушского республиканского музыкального училища по классу академического пения, педагог ГАИ Гончарова. В студенческие годы состоялась первая гастроль оперной певицы с концертной бригадой. Ее классическом репертуаре были арии из опер Джаверди, Парголози, Гуно, Беллини, Генделя, Римского, Корсака, Глинки, Чайковского и других. Известный ингушский истоковед Хава Акиева в своей диссертации отмечает, что самореализация в русском и западноевропейском классическом музыкальном искусстве – новое явление культуры вайнахов. И Хадишат Ахциева в числе тех,
кто сделал первый шаг в этом направлении. В тот же период она записала на Гостелерадио ЧССР, это 1982 год. Просто прочтем, потом даты посмотрим. ЧССР своей первой ингушской песни «Лунный вечер». Слова Чахтиева, музыка Хамхоева Ахмеда. «Твои глаза» Угурчиева, музыка Долгова. Ингушский ваш, слова и музыка Хамхоева. Старинная девичья песня, слова и музыка народная обработка Иржанского. Журавли, слова Чахтиева, музыка Адлана Шахбулатова. Азранский ваш, слова Гагиева, музыка Рамзана Паскаева. Красивые глаза, слова и музыка Мякиева. Академическая интерпретация народных песен стала особым творчеством стилем Хадишат Ахциева. Ее концертной программе на радио и телевидении пользуется большой популярностью. Хадишат Ахциева работал с инструментальным ансамблем Гостелерадио ЧССР, Ингушской государственной филармонии, Государственный ансамбль народного танца Ингушетии. Кроме того, за его плечами многолетний стаж работы в системе учреждений культуры. Творчество Хадишат Ахциева высоко отмечено государственной общественностью. Она заслуженная артистка Республики Ингушетия, 1997 год. Лауреат первой премии «Золотая лань» Министерства культуры Республики Ингушетия, 1998 год. Народная артистка Республики Ингушетия, 2007 год. Искусство этой легендарной певицы самобытное и почитаемое, слушателям всех поколений. Она создает яркие музыкальные песенные образы, сохраняя традиции академической школы и дух подлинной народности. Душевность ее исполнения выразительность вокальных сюжетов завораживает даже самого искушенного слита, потому что каждая песня Хадишат Ахциева – маленькая жизнь, которую она мастерски воплощает на сцене. Автором этого является Ислам Ахциев, сын, муж, отец, я не знаю кто. Вот такой. Я вам зачитал все регалии, все вот эти заслуги этой легендарной ингушской певицы в кавычках. Какой легендарной ингушской, если она чечено-ингушская певица. Чечения, 1982 год, если она родилась, давайте по датам пройдемся. Меня всегда удивляет вот эта выдающая деятельность этих ингушей. Все очень рано начали творческие дела. И вот она родилась в 59-м, 69-й, 79-й, сколько, 20 лет. И в возрасте, представляете, никому неизвестная певица ингушская происхождения в возрасте 23 лет записала вот это хиты, шедевры на Гостелерадио ЧССР. Как вы думаете? Вот опера, представляете, это интересно это. Как это звучало, как это можно представить, 23-летняя молодая девушка, вот так. Тоже такой же путь проделала это бывшая не бывшая, она сейчас умерла, вот Ева Мальсак, композиторша, чиновник, министр культуры Чечено-Ингушской ССР, вот тоже она 23, 22, 24 лет, вот окончила вот музыкальное это училище, поехала в Запорожье, 15-е музыкальное училище, там преподавала, ну вот такая деятельность, а вот это осталось в Чечено-Ингушетии. Заслуги Чечено-Ингушетии мы не признаем. И вот только вот когда создают Республику Ингушетия, хотя вот видите, да, даже в школе она, школьные годы, пионером она вот занималась этим творчеством, и вот такой путь проделала, выдающийся. Нам она интересна только одним тем, что она, там Адлана Шахбулатова, видели, да, я специально это отметил, вот на музыку Адлана Шахбулатова. 3 года, вы знаете, да, Адлана Шахбулатова, вот так как она, представляете,
она оперная певица, там она исполняла очень многие известных вот этих Римского Корсака, вот всех их перепевала. И вот вы, если вы не в курсе, единственный профессиональный композитор чеченской ингушской АССР, вот этот Аднан Шахбалата, тоже писал эти арии. И вот когда в вечере памяти Аднана Шахбалата в Москве, и вот это все его, не все, а вот известный композитор, известный певица оперная, вот эти, все эти, я-то думал, что это не специально такая культурная программа, потому что там присутствовала мэрия, представитель мэрии Москвы, департамента культуры. И мне просто подумал, что вот они специально, чтобы другие народы, там же очень много было разных народностей, это на концерт пришли, и специально была такая программа, я подумал. Но оказывается, это они все эти прозвучавшие мелодии, композиции, все вот это, то, что там прозвучало, это было исполнение Аднана Шахбалатова. Вот он тоже, вот так как они пишут, что она европейская из Войнахова, первым проходцем вот этой европейскости Войнахова был Аднан Шахбалатов, который очень много русских песен, которые на русском языке, и музыку сочинил Аднан Шахбалатов. И вот 800, и вот бытность Аднана Шахбалатова, 100%, 100%. Вот эта классическая певица имела доступ к вот этим, как вам сказать, произведениям великих композиторов. И вот даже Хамхоева, она была очень тогда, хорошо ее продвигали, скорее всего. И вот такое странное дело. И вот потом удивляетесь, почему фельдшер из Парижа, друг, песня, которая прозвучала в грузинском радио, быть на Чеченской СССР, друг, парень, доктор фельдшер решил исполнить его на пианино или на фортепиано, как-то. И вот откуда взялась эта музыка. Вот такие люди, как вот эти певицкие. Вот она, Тамара Яндиева, которая, это тоже исполнила Гайдари Коч. Тамара Яндиева тоже исполнила. Это, вот они там сидели, эти грузинские филармонии, все эти песни, они там пели, распевали. И вот даже вот этот, даже она, чтобы петь вот этот ноты, вот это, скорее всего, вот, одна вот бывает оперная певица, очень редко же, в Чечении таких не было, по-моему. Вот она единственная, по-моему, была. И 100% Аднан Шахбалатов дал свои вот это, то, что он написал в классическом стиле, вот ей, вот она прихватила немало произведений Аднана Шахбалата. Почему я про эту дамочку начал говорить? Потому что эта дамочка проживала как-то, или сейчас проживает, я не могу утверждать, хотя она народная. Это может быть, она, находясь, проживает в бельгийском городе Антверпе, это 3-4 тысячи километров от Ингушетии, но зато рядом 5 часов езды на автобусе, можно это Антверпен, города Париж попасть. Если на скоростном поезде 2 часа, 2,5, там 3 часа, можно попасть в вот этот Париж. А Париже кто? Вот этот Хамзат Боков, великий ингушский врач, который и фельдшер, и доктор, и танцор бразильского танго, и спортсмен, фитнес, и композитор, и писатель, и еще актер, в фильмах снимался. И вот такой, вот это рядом, вот нахождение вот этой активы, Бельгия, она находится, рядом Франции находится вот этот Хамзат Беков, и вот это медвежья услуга, где-то этот поет на этих пианино, может она сама, там они же все ингуши знакомы друг с другом.
вот как-то решил продвинуть, может, вот бывает, она может сама не по прямой вот этому. Если она тут находилась, стопроцентно, она была знакома с Хамзатом Бековым, знаменитые ингуши в Европе, вот мы знаем, кто-то Ницце, кто-то там, в Берлине кто-то, и они знают, у них и бывает вечери культуры, и вот там они собираются, или вместе с Рамадан, тоже, если в Париже там, вот бывает, из Бельгии приезжают туда, с Франции, в Германии, вот так они очень общаются, и WhatsApp никто не отменял, и вот это электронные мейлы, и вот могли связаться, и вот, скорее всего, вот это, в руках этой певицы оперной, я так не могу утверждать стопроцентно, но кое-какие чеченские редкостные произведения, вот классические, вот это, и оказалось в руках вот этой мадам. Я думаю, что до поры, до времени, они же, когда начинают их петь, вот раскрывать, сейчас сколько она произведений, там везде по этим роликам Ютуба, все много. И вот нигде сейчас не пишется, только вот эти газетные статьи, они были вынуждены, это Аднан Шахбулатова, там, чтобы сказать, смотри, какие великие композиторы писали, вот наши великие легендарные певицы. Ну, вот такая медвежья услуга могла оказать вот эта оперная певица, которая в бельгийском Антверпене проживала, потому что я смотрел, они в проект Илли, где они всех вот это собирают, типа собирают в кавычках, эти инишские произведения. Вот эти люди, которые ни при чем, мне не предала. И вот эти медвежьи услуги, вот это Танзилия Зауровой. Я по-хорошему должен был начать с фотографии Танзилии Зауровой, потому что я сегодня буду говорить о проекте или где вот этот Хадишат Ахциева, вот это другое, вот все в этой проблеме, откуда они взялись, почему сейчас ингуши массово фальсифицируют вот эти данные, все переписывать, что можно переписывать на себя. И вот этому помогают многочисленные бывшие жители города Грозного и Чечено-Ингушской ССР, которые в филармониях сидели все. Тамара Яндиева, сколько она песен чеченских. Дайдари, да, вот это тоже чеченская, она, это же ингушская. Вот это Гайдари, очень много песен. Вот она певичка. Хотя я знаком как актриса, хорошая актриса была в Советском Союзе. Но вот такой легендарные ингуши и вот их небольшие вот эти проделки, хитрости. И вот сейчас вот этот просвет, вот казалось бы, хорошо, Чечня-Ингушетия распалась. В Чечне там бардак, как бегают там этими ичкеринскими флагами. И потом одна война, потом вторая война. Спрашивается, товарищи ингуши, вас же создали в 1992 году. И вот где вы были, где ваша музыка была, где эти ваши... Почему сейчас, после 2018 года, у вас это массово это началось? Или приветствуется, во-первых, и массово начали все вот это, как с цепи сорвались, не брезгуете ничем. И вот дальше пойдет другой великий ингуш. Это я просто так по фрагментам буду идти, чтобы не так много занимать времени. Вы поняли, да, как могли известные произведения Аднан Шахбулат. Они известны, просто нет оцифровки, нету где-то вот это. И вот такие они же берут, и вряд ли больной прикован по стиле. Мне кажется, мы сейчас официально говорят, 800 произведений он написал, но там некоторые утверждают, что не все произведения вошли. До 1000, говорят некоторые. До 1000, потому что он маленьким ребенком начал писать, и вот очень много оставил культурного наследия после себя. Поэтому он советский великий
композитор, который большими золотыми буквами себя писал. Это культурное наследие нашего рода. Сейчас он перед вами другой, не менее известный ингуш, всю свою жизнь посвятившийся восстановлению этой исторической справедливости. Просто когда мы говорим вот это, мы не имеем в виду вот нормально. Я тот раз тоже вам объяснял, что я никаких претензий людям, которые действительно хотят найти свои корни, найти свою историю, забытые, восстановить забытые фрагменты. Я же против этого ничего, никаких претензий. Но когда желаемое выдают за действительность, и когда вот хотят за счет других возвыситься, и вот одни из таких великих ингушей, которые, я не знаю, краевед он, Берсен Газиков, кто-то, может, знает, Ингушетия, его имя знакомо, но вот большому кругу чеченцев это имя ничего не значит. Да, я тоже читал про него, вот это газета Сердал, я не знаю, газета Ингушетии, выходили статьи. Вот сейчас мы, в 2018 году, он в стенах Ингушского государственного университета состоялась фотовыставка, где он там вот все вот эти экспозиции нескольких гравюр Адриана Владимировича Каплана, также в Кастроганского училища. Особым расположением Ингушей 19 начала 20-го пользовалась армейская служба. Вот эта выставка Газикова про этих ингушских генералов, про вот это все. И вот если вот очень большая статья, и великий, вот он 17-го года все это восстанавливал, так он себя представляет, как архивиста и вот этого краеведа. Но потом я прочел биографию, и я не знаю, какое-то смутное чувство, тоже очередной чел, который, несмотря ни на что, трудится во благо этой великой Ингушетии. Если нужно идти по трупам, мы пойдем по трупам. Если нужно продать свою честь, достоинство, гордость, все, вот так, ради, я не знаю, какой-то сумасшествие этих людей меня удивляет. Да, хорошо, я понимаю, быть на когда республики Ингушетии не было, их не возбужденные эти беготня. Сейчас все, 3-4 года после депортации чеченцев Ингушетии, вы в Чечне Ингушетии прожили 3-4 года. Сейчас, после распада Чечено-Ингушской Оссетии, вы уже прожили 3-4 года. Так что я вот не пойму, почему не вот вы все свои проблемы, вот Чечено-Ингушетия. Хорошо, вы уже живете сами, и вот только вот бегает предыдущая мадам, которая оперная певица, и вот этого великого краеведа тоже, который всю свою жизнь посвятил вот это ищет в чеченских горах, вот эти ингушский след. Давайте мы начнем. Он сам говорит, он работал во многих библиотеках. Польши, Турции, Грузии, России, Германии, Азербайджан, везде, нигде не упоминает Чеченская республика, Чечня, Грозный, вот все он упоминает, кроме вот своей исторической родины. И начнем. Берснаков Джабраил Газиков родился 13 июля 1954 года в селе Кухинка Алексеевского района Ленинградской области, Казахстан. В 1960 году семья Газиков вернулась из депортации и поселился в Малгобеке. В 1980 году он поступил на экономический факультет Горского сельскохозяйственного института
в городе Орджоникидзе, Владикавказ. И в 1984 году отличием его окончил. После окончания вуза работал главным экономистом в одном из колхозов Новгородской области. Затем, вернувшись домой, этой же должность несколько лет проработал сначала в Малгобекском агропромышленном объединении, а затем в Малгобекском управлении буровых работ. В 1993-2018 годах работал в Ингушском научно-исследовательском институте имени Чаха Ахия, в Государственной архивной службе Республики Ингушетия, Ингушском государственном музее краеведения имени Тугана Масагова. Как рассказал на открытии выставки сам юбиляр истории ингушского народа, он увлекся еще учась в средней школе в 1968 году. Как вам? Как вам кажется это? Человек родился в 54-м, в 64-м этому человеку 10 лет, в 68-м 14-летним учеником 7 класса Малгобекской школы номер 6 Берснакова Газикова купил книгу «Кавказский этнографический сборник», изданный в том же году в Тбилиси, и всеми мыслями ушел в историю родного края. 14-летним подростком. С этого времени начал поиск и сбор материалов по истории ингушского народа. Вы помните себя 14-летним подростком, бытность Советского Союза? Вот вспомните, чем вы были, чем ваш, если вы парень, чем ваши мозги были заняты. И вот интересно, вот интересно. Потому что они почти одно и то же возраста с Хадишат Ахсиевой, там разница 4-5 лет. И они оба знакомы, оба. Он еще оканчивал Горский, вот это, сельскохозяйственный институт в Орджоникидзе. Он не очередной агроном, как Идрис Абадиев, потом стал писателем, а этот стал архивистом. И, это колу пью. И вот посвятил свою жизнь, вот какая-то вот эти имена, вот пазл, знаете, Азайка, вот это как Азайка, эти ингуши, как Азайка, пазл складывать, вот одного ты открываешь, другое. Вот так вот это все они, как я как говорю, шайка, вот взаимосвязаны, все вот это, и вот каждый, это же как партия, там же не была же ингушская коммунистическая партия, была коммунистическая партия Советского Союза, понятно, партия, комсомол, пионеры, и вот кто руководил этими людьми 14-летними, 19-летними, 23-летними, вот что они вот так, и потом, когда создали эти ингушеды, дорвались все до бесплатного, с ума там посходили от этого величия. И до сих пор, вот, даже стыдно смотреть телевидение Ингушетии, до сих пор великий народ, какая-то государственность у вас. И вот все, вот ваш труд, и вот это тоже старается чеченцев не упоминать, что она работала в Грозном, что в филармонии, что вот это Аднан Шахбулатова знала, пела ее композиции. Вот мы стараемся это все, потому что еще есть припрятанные черные дела, которые не хотел, чтобы они вышли наружу. И вот этот Берснак Газико, очень выдающийся ингуш, который ходил по этим архивам, и все, что нехорошо лежит, брал обратно. Вот он, вот в проекте, он тоже сотрудничает с проектом Илли, вот он многие песни отдал им. Вот один из записей Ловзар, ингушская свадьба, вот эта картинка 17 года, архив Берснакова Газик, вот этот тоже, вот архива, фото из архива Берснакова Газикова. Но нас интересует вот эта ингушская
как это, ингушская лезгинка, дата 1939 года, архивный номер Г-56, 131, в скобках приложение номер 9453, скобка закрывается. Ингушская лезгинка, дата 1939 года, оркестр народных инструментов Государственного чечено-ингушского ансамбля под управлением Александра Халепского. Запись выявлена и передана А.Н.О. Дзурзуки архивистам, историкам, Газиком, проект Илли, 1900-2022 год. Сейчас посмотрим, что Ивил, вот этот ингуш, это спор, вот этот спор, Умар Димаев написал ингушскую лезгинку, нет, это не Умар Димаев, и вот стараются вот эти цифры передвигать, и 1939 год почему-то тут стоит, хотя после депортации, вот созданный в 1956 году, после депортации, вот этот танец был придуман, именно ингушский танец, и потом музыку этому танцу было предоставлено Умаром Димаевым, композитором. И вот они вот по-всякому стараются. И вот этот человек откуда нашел, вот красиво архивные вот сверху какие-то вот эти. Я искал по этим данным, это никакого значения, это не имеет, это ничего. Это как в советской трудовой книжке написано. И вот по поиску вот это ничего не дал. Даже там же не просто так утверждение должно быть написано, в каком вот этом месте опись, какой это была кассета, или это был, какой вот эта запись, пластинки, там очень много всего, недостаточно цифры поставить и все, а там должно быть очень большой массив информации. Под этим видео эта информация не представлена, так как я-то не архивист, а вот этот пассажир Перснику, он должен знать Газиков, что вот как это, не просто так, если какой-то спорный вот это, и вот откуда-то достал пленку. И как это было, это оригинал, он не имеет права, у него оригинал не должен быть находиться. И как в советское время тогда, когда только на грампластинках это было, как он нашел вот этот исходный материал, вот это интересно, потому что это только могло быть воровство кинофонда, вот это гостелерадия, фонда гостелерадия ЧССР, вот только вот украв, он может какие-то данные, и оригинал не имеет права представлять, только должно быть копия. Но так как музыка, это же не просто архивные документы, это на ксероксе ты напечатал, и то были сложности ксерокса, раньше же не было, это рукой писали, они фотографировали. И вот очень сложность. А вот музыка еще сложнее, потому что там должно быть с чего-то это записываешь, должно быть устройство. Это не просто пойти в архив и вот сделать запись. Это просто это укранное. Вот это. И давайте послушаем вот эту ингушскую лезгинку.
Это вот все эти делами занято проект Ингуш, или ингушский проект, вот, или Танзили Заура Якуба Гагиева. Вот в 2022 году они начали свою музыкальную поприще, деятельность. И вот хороший, добрый эти ингуши своих частных архивов, своих ворованных чеченских с музеев, с филармонии, или временно переданные вот эти ноты, и вот все вот это, что этот Беснаков-Газиков, что этот Хадишат Архива, что вот этот Хамзат Беков, вот тут все. Еще молчим про Тамару Ягандиеву, которая тоже пела все чеченские песни, а вдруг сейчас снова начал вот эта деятельность почему-то от Республики Ингушетии. И вот так это. И вот это они сидят, вот это музыкальный редактор Хава Абадиева, очень такой тоже жительница Чечни, Ингушетии. И вот вредная такая мадам пожилого возраста, любительница Иси Кацоева, вот она вот это, на этом телевидении Ингушетии, вот это, все эти программы про депортацию, она рассказывает, включив чеченскую песню, час это идет, этот репортаж, ни одно слово про чеченцев, что депортация, вместо все, вот эта чеченская музыка звучит от начала до конца, вот эта композиция Аймок. И вот это нормально, это нормально у них. Вот это она, вот любительница этих ингушей тоже, вот большая. И вот берет у них интервью, на столе какие-то пластинки, она говорит, у нас есть аппарат, где оцифруем вот это все. И вот они смотрят, я вам можно сейчас прочесть, вот это, вот другая у них пластиночка была, и Чечен-Ингушетия моя, вот как-то вышла пластинка, Чечен-Ингушетия моя, год выпуска был 1972 год, издательство сетевой фирмы Гламбустига «Мелодии». И вот альбом ходил, в частности, следующие произведения. «Голос гор», «Ингушская мелодия», песня о дружбе, песня об Асламбеке Шарипе, «Чечен-Ингушетия моя», слова Нурдин Музая исполняют хор Чечен-Ингушского ансамбля песни танцы под управлением Александра Халипский. «Родина моя», «Мили Кавказ», шуточный танец стариков, «О время не спеши», молодежно танцевальная моя милая Чечня, Чечен-Ингушский марш, песня Хампащину Радилу, ингушская песня о Ленине, сыновья народе и родники. И вот это они вот этот красно отметили ингушскую мелодию, и типа это ингушская мелодия. Там это сейчас следующая часть, вот это тоже, это, я сейчас эту часть не буду вам показывать, а следующая уже я это снято, просто я перепутал части, и сперва сделал вторую часть, сделал первую, и вот сейчас я снимаю первую часть, чтобы человек понимал, о чем идет речь. Я советую, когда она выйдет. Вот это сегодня четверг выйдет рано утром, а тут в субботу утром выйдет. Вот так у меня, или в пятницу я могу, конечно. Но там, если я сразу ставлю, просмотры падают, потому что человек пропускает видео, поэтому то лучше мне подробно изучать. Я же, хотя неделю раз и то, это было бы здорово. Я стараюсь хотя бы 3 видео в неделю выпускать, это тоже очень много. И можно, конечно, вот в субботу выпустить, посмотрим мы, или в пятницу вечером. Вот так как получится, так и получится. Мы сделаем вот это. И вот этот, там я специально пластинку я показываю, все это, вот это. И вот от того, что там ингушская мелодия, это значит ингушская мелодия. Это не ничего, что это, может, чеченцы вот так в своем сборнике «Чечен-Ингушетия моя» решили просто, какой композитор,
ингушский композитор, ингушский писатель стихи написал. Там ничего нет. И вот это основание включить. Еще там очень много я перечислил. А в самом кассете это не так много, это 3-4 произведений, а 2 даже зачеркнутые красным фломастером. И вот именно это может быть даже другая музыка, потому что по официальному каталогу идет эта ингушская песня, мелодия второй, а там в кассете она или третья, или четвертая, третья или четвертая. И вот могла быть путаница, и вот даже чеченская мелодия, потому что песня про ингушскую песню о Ленине они не включили, а вот ингушская мелодия, да. Ну вот такой. Это редкостные подонки, и вот сидят, утверждаются за счет других, и вот великие истории делают за счет других, и не стесняя, все они замазывают, архивисты, эти певички, которые грозовские, эти грозовские архивисты, и вот везде они все сейчас, конечно, им 2012 года это фаст дан, сперва был 2004 год, когда это КГБшный, вот это ФСБшный генерал с Дядько пришел, вот он дал старт, и вот никак вот эти темпы они не собираются сбавлять, и вот днем и ночью все эти люди трудятся во благо, это непонятные идеи, непонятные вот этих идей, и вот на полном чистости они, может, заврались так, что верят в свои лжи, потому что каждый день, когда ты врешь, и все, что ты захотел, представляете, никем, когда это нужно было делать, ваши отцы, ваши прадеды служили царям, вот в колени подтерли, там дырки у вас это в штанах было, и вот кланяемся вот это царю, батюшка. А сейчас проснулись, поняли, что нужно, конечно, какую-то великую культуру. И я просто, смысла нет, про этот проект, или зайдите, посмотрите, вот все они там, потом это притязание, оттуда это все смотрит, и прибегает к нам, там какие-то строчат вот эти гадости. Вы поймете, товарищи ингуши, вы обижаетесь, не обижаетесь, но это такой ваш лохотрон, вот, когда масса, вот эти люди, вот, неискренние, нечестные, вот, я понимаю вашу честность, вы как действительно в честном порыве, вот, что-то хотите восстановить, вот, все вы, какие бы вы великие не были, ваша граница, вот, только вот этот 3 скалы, это 40 населенных пунктов, вот, вся ваша история, все биографы, историки, архивисты, и даже рядом Чечня, даже Осетия рядом. Что-то осетинское, что-то чеченское, что-то грузинское, что-то казаки там, Терская, вот это Терская, бывшая Терская область. Что-то вот такое вот нужно разбавлять чем-то. Вот тогда это кажется правдоподобно. А так, вот знаете, сидят в своих хотелочки. Что захотел, вот этот. И вот кто-то там даже какой-то вот придет на этот сайт, они поместили видео, и какой-то провокатор, это наше ингушское, вот кто-то придумает сказку, вот они верят это, и начинают потом по этой лжи идти. Мы не преследуем никаких целей кого-то здесь оскорбить или унизить чьи-то достоинства. Мои дорогие чеченцы, ингуши, мы 2 братских народа, соседи. По воле судьбы и стечению некоторых обстоятельств нас разлучили. Этот вечный спор, кто величественнее и древнее, он должен остаться спором. Мы 2 разных народа, хотя исторически как-то 250 лет тому назад был одним единым целым. Для меня, как чеченца, все понятно и ясно, кто кому принадлежит. Но вы, товарищи мужчины, определитесь. В связи с этим у меня к вам несколько извечных вопросиков, на которых у меня нет ответа. Честное слово, зачем вам врать, изворачиваться наизнанку, если все, что вы тут говорите, это чистейшая правда? Скажите мне, зачем вам врать, если это все правда? Тогда, если вы хотя бы один раз правду
Я поверил бы вам хотя бы один раз. У меня сейчас было бы сомнение, что все, что я говорю, это, может быть, это неправда. Потому что все стопроцентная ложь. Вот у меня нет никаких сомнений, что все вот эти имена, вот эти вами курируемые, они, во-первых, подоночки, а во-вторых, проходимцы. Вот бытность чечен, они не были никем. Агрономами, пастухами, комсомолками, яркими учителями, крайняк. Как вас еще Кадзою, Нурди Кадзою, или агрономом, как Идрис Абадия, как этот великий ваш архивист Барснука Газико. Вот так это было. Это сейчас, да, великие люди, великие писатели, великие поэты. Зачем вам поделать эту историю, если ваша ингушская идентичность 6000 лет и мировая цивилизация зародилась с 3 ингушских скал, согласно книге «Бытия», и сделал Идриса Абадиева. Третий вопрос. Зачем вам, божественным существам, бродящим в таком благодатном земле, глазеть на соседей завистью и пытаться присвоить чужое? Четвертым. Мы братья или соседи. Если вы братья и соседи грузинам, русским, армянам, мы одинахский или войнахский народ, кому вы ближе и так далее. Это не мое праздное любопытство, а желание понять вас, братья ингуши. От этой понимания оттолкнуться. Здесь нет врагов, просто есть недопонимание и желание получше узнать вас. Хотя я чеченец, я думаю, вас знаю, как все свои 5 пальцев, но у меня подкрадывается сомнение, что вы сами наши братья ингуши, которые прожили вместе с нами, бытность ингуши, это 70 лет. Даже те хорошие ингуши из ЧССР теперь показывают нам, как они нас любили. Самые злобные чеченофобы имени жителей бывшей Чечено-Ингушской ССР и города Грозный. Много, которые там родились, учились, работали, имели квартиры, хорошие хлебные места, должности, правительства, министерства, на радио и телевидении. Имели жизнь достатка, в которой многие чеченцы не могли мечтать. Сговор с русским, хотя не представляли 5% от населения ЧССР, устроили там чеченцам на своем родном земле ингушский апартеид. Дискриминация нас по национальным и социальным признакам. Да, русские были заинтересованы в этом, но вы, так называемые братья-ингуши, с радостью согласились на это. Перед нами прикидывались нашими братьями, чтобы нас запутать и лицемерили. Но сегодня не об этом, хотя моему разочарованию об этом народе каждым днем все больше и больше. Эмоции в сторону. Сегодня у нас очередное разоблачение принцессы Грампластин. По совместительству воровка чеченских историй. Речь пойдет о великой ингушской ткачихе Танзиле Зауре и о проекте Илли, который с мужем Якубом Гогиевым они создали в 2022 году. Уже выпущены 2 сборника песен, куда же включены многие чеченские мелодии, как ингушские, хотя они их называют спорными. Сама она родилась в 1983 году, за 9 лет до создания Республики Ингушетия, в горах Арамхи-Джарахского района Чечено-Ингушской ССР. И 19-летняя комсомолка в 2022 году начала свою трудовую деятельность. Я уверен, что она никогда не слышала и не видела наши чеченские песни и танцы в силу своего возраста и места проживания, но почему-то стала большим специалистом по чеченскому фольклору и выпускает сомнительные видео на своем проекте или утверждая, что все это выложено, это ингушское. Дамушка, нам посчастливилось родиться еще раньше, в советское время. Радио можно было услышать на фонарном столбе, в любом уголке страны. Нам, чеченцы, повезло еще больше. У нас в Грозном был всесоюзный радиозавод, и достаток радиоприемник ЧССР не доставляло никакого труда. Так получилось, многие тобой оспариваемые музыкальные произведения были написаны задолго до твоего рождения, и ты, дамушка, физически не могла их услышать в оригинале тех времен. Но ты и не твои так называемые великие ингуши
Они быть на Чечне, Ингушетии были заняты другими делами. Приоритеты у них были другие. Им некогда было заниматься музыкой, народным фольклором Ингушетии. Они рабанили чеченский город Грозный, этих бесчисленных грозненских кабинетов устраивали свои личные душевные дела. Они не только смотрели свысока на чеченцев, но и на своих назрановцев, на сиркортовцев, презирая свою Ингушетию за убогость, а чеченцев за величие. Они, эти ингуши, там изгибались в поклонах в обкомовских кабинетах перед этими русскими, а чеченцы, гордо поднятой головой сквозь их, не замечали. В ЧССР не было никаких великих ингушских композиторов, музыкантов, писателей, историков. Они стали таковыми, когда создали Республику Ингушетия после 1992 года. И сегодня, в 2026 году, задним числом вы заявляете, что культурное наследие ЧССР создано великими ингушами, писателями, композиторами, музыкантами, и пытаетесь с помощью лжи приписать чужие заслуги. Сегодня я попытаюсь развенчать ваши мифы и, извиняюсь за такие долгие выступления, просто многое недопонимают, почему я так говорю. Причем тут ингуши? Это для непонимающих. Сперва разобьемся с Танзила Заура, расскажем о манипуляционных проектах или кто зачем решил рекламировать чеченский фольклор. Ну, вот такой, я не знаю, смысла нет тут сидеть, вам трубить во все трезвоны. И, дамочка, вам, знаете, просто сейчас очень сложно, потому что конкретно взять, вот там очень много видео, вот взять, вот провести расследование, это тоже очень много труда, сил нужно. И я вам примерно представил картину, вот чем мы занимались. Сейчас татаря будет, наверное, еще третья часть будет. Просто смотрите, где-то, да, это не профессиональная съемочка, это не профессиональное выступление. Когда много информации, когда много имен, очень сложно все это. Я не такой блогер, который по 15 минут там для галочки это все снимает. Я стараюсь очень много информации. То, что я знаю, я уверен в своей правоте, потому что вы все воры, вы все любители легкой наживы. Остап Бендер знал 450 сравнительных способов обмана честных людей. Вы ингуши их переплюнули. Вы их переплюнули. Результат потом мы посмотрим, какой у вас будет результат этой бурной деятельности. Надеюсь, мы это увидим. Но то, что мы сейчас видим, мы можем прокомментировать. И вот такие дела у вас, товарищи. Быстро, потому что уже 53 минуты, сейчас я должен заканчивать. Вот не успел я тоже. Вот это в следующем выпуске более вам будет подробнее. Вот это. Мы вот так будем двигаться. И, скорее всего, найдем эту правду, которую мы ищем. Вам, я, товарищи чеченцы, желаю стойкости и мужества. А вам, товарищи ингуши, достоинства. Честь это не ваши прерогативы. Это уже слишком too much, как говорят по-английски. Я не обвиняю всех, я конкретно людей, поэтому я конкретные имена, конкретные фамилии, конкретные адреса, конкретный музыкальный институт. Это ваше все, я конкретики. Да, я бываю, очень долго говорю, но все конкретно, если внимательно прослушаться, все по именам. Моя задача не стоит тут сидеть, обелывать хороших ингушей, они не виноваты, они бедные, несчастные, жертвы вот этой манипулятивной политики, вот этих ингушских сумасшедших городских. Но это пусть ваши ингуши этим занимаются. Я, как чеченец, буду указывать на ваши прохиндяйские, шулерские дела. Бог вам суда. И сейчас идите этим путем. Мы посмотрим, как вы опозоритесь, как вы потом будете ходить, бегать. И вам не удастся, ваши попытки это тщетные, потому что вот вам тоже это пригородный район показал, сколько вы лет этот пригородный район присваивали себе. Вот чем оно окончилось.
Не помогло дружба с Орджоникидзе, с Кировым, которого спасали в этих Ингушских горах от белогвардейцев. И вот так. Вот так вот. Вот так вот. Где вы сейчас? И лучше бы вы, знаете, это бедный регион, вот занимался бы злободневными делами. Занимался, вы знаете, одними пенсиями, танцами, аргентинским танго, делами тут не прикрой. Нужно заниматься ЖКХ, строить дороги, строить мосты, очищать эти реки, которые вами загажены. И вот дел очень много, товарищи. И вот вся ингушеты все едят вот этом интернете, как будто бы этот интернет создали для них. Как будто бы вот для них вот это онлайн это и жизнь. Немножко вернитесь на грешную землю и немножко посмотрите вокруг себя. Претензии не нужно предъявлять к нам, предъявляйте себе. Это ваши действия, это ваше дело рук. Это вы, мы просто сидим, концентрируем ваши эти великие подвиги, ваше воровство концентрируем. И это только так можно назвать. Интересно.